8 июня эмир государства Катар шейх Тамим ибн Хамад Оли Сони прибыл в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе эмира государства Катар шейха Тамима ибн Хамада Оли Сони встретили председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматуир Зокирзода и другие официальные лица. Церемония официальной встречи высокопоставленного гостя состоялась возле Дворца нации. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретил эмира государства Катар и пригласил его на почетный пьедестал. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя государственному флагу Таджикистана, знакомством с официальными делегациями обеих сторон и завершилась торжественным маршем подразделений почетного караула перед главами двух государств. В соответствии с установками официальных визитов в честь высокого гостя из пушек был дан 21 залп. Обсуждение вопросов сотрудничества Таджикистана и Катара началось со встречи глав государств в формате тет-а-тет и продолжилось переговорами в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Предметом обсуждения сторон стал комплекс важных вопросов двустороннего сотрудничества. Было названо необходимым увеличение объема товарооборота, расширение структуры взаимной торговли и большее привлечение инвесторов Катара в различные сферы экономики нашей страны. Реализация первого этапа проекта комплекса Диори Душанбе компании Диор Катара была названа образцом эффективного сотрудничества двух стран в этой сфере. Использование больших возможностей в сферах энергетики, промышленности, особенно легкой и пищевой, переработки металла, черной и цветной металлургии, сельского хозяйства и туризма было названо выгодным для обеих стран. Также были обсуждены вопросы наличия больших возможностей для плодотворного и долгосрочного сотрудничества между двумя странами для создания совместных производственных предприятий, переработки и производства конкурентоспособной экспортной продукции, особенно питьевой воды и качественных экологически чистых фруктов и овощей. Также были затронуты вопросы, касающиеся развития сотрудничества в сфере туризма, открытия воздушных авиалиний между двумя странами, возможности расширения культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере науки и образования, культуры, здравоохранения и других социальных сферах. В ходе переговоров предметом обсуждения также стали актуальные региональные и международные темы, вопросы дальнейшего развития, укрепления партнерства сторон в рамках многосторонних структур, сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций. В завершении встречи эмир государства Катар пожелал успехов сборной Таджикистана, которая впервые примет участие в финальном этапе Кубка Азии по футболу. Следует отметить, что Кубок Азии по футболу состоится в январе-феврале 2024 года в столице государства Катар. После завершения встреч и переговоров высокого уровня в присутствии глав двух государств состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. По итогам переговоров было подписано 15 новых документов. Соглашение между исполнительным органом государственной власти города Душанбе, Республики Таджикистан и мэрии Давха государства Катар об установлении отношений городов-побратимов. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Катар об аннулировании визовых требований для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта. Меморандум между Министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и государства Катар о сотрудничестве в сфере обучения и переподготовки дипломатических кадров. Меморандум в сфере торговли между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством торговли и промышленности государства Катар. Соглашение о сотрудничестве между Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Республики Таджикистан и Управлением стандартизации и метрологии государства Катар. Меморандум между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Катар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. Меморандум между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Катар о сотрудничестве в сфере охраны мира, диких животных и естественной среды их обитания. Меморандум о сотрудничестве в сфере строительства и инфраструктуры между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Катар. Меморандум между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Катар о сотрудничестве
сотрудничестве в сфере туризма и торговых мероприятий. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Катар о сотрудничестве в сфере физического воспитания и спорта. Меморандум между правительством Республики Таджикистан и правительством государства Катар о сотрудничестве в сфере молодежи. Соглашение между Министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны государства Катар о военном сотрудничестве. Меморандум между Комитетом религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан и Министерством по делам вакуфов и ислама государства Катар о сотрудничестве в сфере религии. Меморандум между Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и Министерством труда государства Катар и программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Таджикистан и Министерством юстиции государства Катар на 2023-2025 годы. На полях государственного визита эмира государства Катар в Республику Таджикистан состоялась церемония открытия Центральной соборной мечети в городе Душанбе. После официальной церемонии открытия мечети президент страны уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый шейх Тамим ибн Хамад Оли Сони ознакомились с шедевром национального таджикского зодчества и условиями в нем для молящихся. Было предложено назвать Центральную соборную мечеть города Душанбе именем имама Азама Абу Ханифы Нумона ибн Собита за его выдающиеся заслуги перед исламским миром. После закладки камня в фундамент строительства здания специалисты в данной области из Республики Таджикистан и государства Катар после тщательного изучения и исследования разработали проект Центральной соборной мечети города Душанбе. Мечеть построена на 12 гектарах и имеет 3 больших входа. Мечеть может одновременно вместить 133 тысяч человек. Оно состоит из 4 минаретов. Внутри имеется 6 просторных учебных аудиторий, зал для приема гостей и проведения собраний, 2 библиотеки, 9 рабочих кабинетов, 3 гостиницы и техническое помещение. Стоит отметить, что в проекте строительства этого грандиозного сооружения были учтены замысел и приемы древнего таджикского зодчества, узоры стен, куполов, колонн, вход и все другие отделочные работы внутри и вокруг мечети. Строительно-монтажные работы на объекте проводили отечественные компании, основной подрядчик – открытое акционерное общество СТС Иншот и открытое акционерное общество Сомон Таджхизот. При строительстве мечети более 1000 местных строителей были обеспечены работой и достойной заработной платой. 30 мая 2018 года рядом с Центральной соборной мечетью города Душанбе началось строительство Исламского института Таджикистана, который рассчитан на 1500 студентов в одну смену. Постоянное исследование чистому имени исламской религии в регионе и мире, издание священного Корана на таджикском языке и доведение его до всеобщего сведения, национальное и международное празднование 1310-летия основателя толерантного ханафитского учения Абу Ханифы Нумона ибн Собита имама Азама является одной из значительных заслуг главы нашего государства, уважаемого Эмомали Рахмона, принесшей ему высокий почет и уважение в исламском мире. В ходе государственного визита эмира государства Катар в Республику Таджикистан состоялось посещение главами государств живописных и привлекательных мест загородной резиденции Тагоб. Цель прогулки в местности Тагоб с хорошим оздоровляющим климатом, представление таджикского гостеприимства и ознакомление с природой райподобной нашей земли. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, представил высокоподставленному гостю один из уголков нашей древней земли и живописные туристические места страны. Следует отметить, что благодаря главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, и представлению нашей красивой и утопающей в зелени страны с высоких трибун авторитетных организаций, мировое сообщество знает Таджикистан и его чудесную природу, традиционное таджикское гостеприимство и материальное благо нашей древней земли, доставшиеся нам от предков. Наша прекрасная страна реками и источниками с чистой прозрачной водой, подпирающей небо горы и бесподобные пейзажи привлекают зарубежных туристов. Во второй половине дня 8 июня завершился государственный визит эмира государства Катар в Республику Таджикистан. Следует отметить, что в ходе данного визита по итогам встреч и переговоров на высоком уровне между Республикой Таджикистан и государством Катар было подписано 15 новых документов о сотрудничестве. Важным событием этого визита является открытие Центральной соборной мечети в городе Душанбе на 133 тысячи верующих, построенной в рамках взаимовыгодного сотрудничества
сотрудничества между Таджикистаном и Катаром. После завершения государственного визита эмир государства Катар из города Душанбе вернулся в Катар. Со знаком высокого уважения и особой искренности почетного гостя шейха Тамима бин Хамада Оли Суни проводил председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. 8 июня 2023 года состоялась рабочая поездка генерального прокурора Исламской Республики Иран господина Мухаммада Джафара Мунтазири в Республику Таджикистан. В ходе рабочего визита состоялась официальная встреча генерального прокурора Республики Таджикистан с генеральным прокурором Исламской Республики Иран, в ходе которой были рассмотрены вопросы сотрудничества между органами прокуратуры двух стран в сфере совместной борьбы с преступностью, оказания правовой помощи по уголовным делам, экстрадации и передачи осужденных, а также с учетом ситуации в Афганистане, налаживание эффективной практики оперативного обмена информацией в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму.